Груздева Вера Михайловна. Родилась в 1951 году. Мои родители простые люди, и мой отец участник Великой Отечественной войны. И сейчас, конечно, покойный, имел много наград, медалей, ордена. Я этим очень горжусь. Моя мама работала в садике поваром и воспитывала большую семью, 6 детей нас. Все получили высшее образование. И я вот, когда закончила педучилище, решила поехать в Таджикистан. Ну, у нас было право выбора, поэтому нас 20 девочек, мы выбрали Таджикистан. Мы не знали, что это такое. Мы ехали на поезде, приехали, нас привезли в Институт усовершенствования учителей, поселили в общежитие. И вот тут мы стали знакомиться с таджиками из Таджикистана. А потом, когда в министерство привели, нам сказали, выбирайте, какой район. Вот Комсомол-Абадский горный район. И мы, 5 девочек, выбрали Комсомол-Абадский горный район. А когда пришли назад к куратору к нашему, она говорит, что вы? Это же самый такой отсталый район. Ну и что? Полетели туда на кукурузники. И кто нас встретил, это мой муж будущий. Он был водителем в районе. Вот так я сюда попала. Одна из них тоже вышла замуж, к сожалению, здесь, но муж у нее погиб, и она с дочкой уехала. А еще двое или трое, живут сейчас в России. Одна долго жила здесь, работала в университете, но во время войны уехали. Живут сейчас в России. Слава Богу, есть интернет, и мы общаемся со всеми девочками, которые живы еще все, слава Богу. Здоровья всем желаю и благополучия. Что нам еще сейчас надо уже в таком возрасте? Работаю только я одна. Нет, еще одна девочка работает в деревне, в деревенской школе в России. Все, остальные все уже дома сидят, огородом занимаются. Я им говорю, я молодая, потому что я работаю. Счастья всем. Вы знаете, когда в школу пошла, я в свою учительницу влюбилась в первую. И мне сразу захотелось стать учителем. И я наверное, со 2 класса собирала вокруг себя детей. У меня 2 сестренки были. Я их учила читать, учила писать. Потом мы устраивали концерты для бабушек. Я прям до самого поступления я занималась с детьми. Я любила эту профессию. У меня есть сестра, тоже педагог, старшая. Когда ко мне приходят успешные мои бывшие ученики, они приходят, рассказывают о себе, они успешны. И хочется еще больше отдавать детям и больше работать. Когда твой ученик успешный, и все у него хорошо, для учителя это счастье. Наверное, изучение любого языка играет большую роль в формировании личности. Знание языков нужно. Если лет 20 назад у нас были в русских классах и русские дети, разных национальностей, так скажем, сейчас у нас только таджики и узбеки в русских классах. Конечно, для них изучение русского языка очень важно. Многие из них русскоговорящие, но все равно им нужна помощь. Но сейчас, в последнее время, тенденция к тому идет, что дети стали мало читать. Проблема в этом. Вы знаете, читаю стихи им сама, рассказываю произведения, пытаюсь заинтересовать. Мы и сценки делаем, и делаем презентации к произведениям. В русском языке я стараюсь использовать игровые моменты, различные дидактические материалы. Много всего использую. Много хороших воспоминаний. У меня две золотые медалистки были девочки.
Я так за них переживала. Это, наверное, в каком году? В 2004 году медали золотые получили 2 мои выпускницы. Вот это для меня было счастьем. Пожалуй, когда они медали получили. Это счастье было для меня. Не столько для них, сколько для меня. Потому что моя заслуга там тоже была. Терпение, уважение к детям, а самое главное – любовь. Я сейчас молодым учителям всегда говорю, детей надо любить. Если вы полюбите детей, они вас тоже полюбят. Вот я считаю, это главное качество. Если ты ребенка любишь, он это чувствует. И тебе тем же это платит. И на твой урок бежит с удовольствием. Я вот считаю так. Ну вот когда они, профессиональная деятельность у них успешная, когда они работают у нас в стране, остаются, на благо нашего Таджикистана работают, я всегда говорю им, почему вы уезжаете? Надо поднимать свою страну, все в ваших руках, вы молодые. Вот мне это нравится, когда остаются ребята здесь и становятся успешными у нас в стране. Мне это нравится. Конечно, есть трудности. Сейчас ученики более продвинутые в телефонах, в инновациях. Они отличаются от бывших учеников и еще тем, что вот мало читают. Большинство учеников мало очень читают. Вот это проблема. И они этим и отличаются. И еще задаешь вопрос в телефон. Это плохо. Я считаю, что это плохо. Конечно, хорошо, что они все в телефоне, в интернете разбираются, в компьютере. Я тоже всему этому научилась, конечно. Я стараюсь от них не отставать. Но проблема вот иногда в этом сейчас. Ну, я стараюсь не унывать. Я же сказала вам, что я очень позитивный человек. И всегда настраиваюсь на хорошее. Я не думаю о плохом. Я всегда себе говорю, все будет хорошо. Я и своим детям это всегда говорю, все будет хорошо. Поэтому мне дочки звонят, мам, все будет хорошо. Значит, все будет хорошо. Вы знаете, у меня 4 детей. Дети все прекрасные. Мы с мужем их воспитывали вместе. Он работал милиционером. Когда мы жили в Комсомол-Абаде, там немножко, конечно, по-другому, но дети выросли, ну вот Насиба только не выросла там. Она в 3 классе приехала. А эти мои старшие выросли в районе. Там немножко менталитет другой. Но тем не менее, тоже все получили образование, все работают. И на работу ходила, и детей успевала смотреть. Все успевала. Не знаю. Вопрос интересный, чем бы я хотела поделиться. Вы знаете, вот я живу в Таджикистане, по России своей скучаю, все-таки родина, да? Если я приезжаю в Россию, я скучаю по Таджикистану. Поэтому я думаю, что человек любит, конечно, то место, где родился, но любит и то место, где он прожил свою жизнь, где он отдал много сил для работы своей, для воспитания детей я отдала. И вот у меня поэтому 2 родины у меня. Таджикистан с Россией. Одна большая родина моя. Вот. И этим бы я и хотела поделиться, почему сейчас уезжают отсюда. Специалисты уезжают. Не надо уезжать из своей страны, надо здесь жить. Ну, сразу попала работать в Кишлак. Многие, там мало кто говорил по-русски. Я, во-первых, быстро выучила очень язык. Стала общаться на таджикском языке. Мне это очень помогло. И я приняла культуру нашу таджикскую. Я жила даже несколько лет в этих сырых штамам.
Я жила с братьями мужа, с их женами, помогала им тоже воспитывать детей. Как-то все у меня это совместилось. Ко мне и мама приезжала. Отец только не приезжал, потому что он контуженный после войны. Братья приезжали, сестры приезжали. Им тоже понравилось. Все хорошо. У меня всегда все хорошо. Совмещали все. Чиниговдори. Первое мое слово Чиниговдори. Идем куда-нибудь, смотрят, а потом вот мой муж будущий. Я говорю, чего они так смотрят? Он говорит, ты им скажи Чиниговдори. Вот это первая моя фраза. А потом пошло. Я за месяц научилась говорить на таком разговорном языке. Лепешки пекла. Лепешки пекла в Дикдоне. Без проблем. И корову доила. Когда в районе жили. Я всему научилась. Стол накрывать, дастархон, как нужно. Здесь. У нас там немножко по-другому. Я всему научилась. Знаете, было сначала, конечно, тяжело. Мы же открытые ходили, короткий рукав, короткое платье тогда носили. Ну, а потом поняли, что надо немножко прикрыться. Стали одеваться по-другому. Это вот девочки еще, когда мы жили. А когда я вышла замуж, меня очень многому научила моя мама. Я ей очень благодарна. Очень хорошая женщина, которая никогда нигде не училась, не знала русского языка. Но мы с ней общаться сразу начали на таджикском. И вот всему она меня научила. И лепешки печь, и белье стирать руками, и плов варить, и уштапа делать, и дастархон накрывать. У меня одна Келинка очень хорошая, все сама умеет, но тоже многому я ее научила. Ну, а вторая немножко тоже уже все умеет, тоже научила. Одна живет со мной, одна нет. Знаете, девочки стали нетерпимыми. В наше время девушки были, нас воспитывали так, что нужно уметь подчиняться мужу, уважать мужа, терпеть что-то, какие-то выпады. А в наше время девочки так не воспитаны. Они не хотят терпеть, они хотят быть главными в семье. Хотят, чтобы муж помогал. Ну, наверное, в городе так и должно быть, чтобы обязанности распределялись между мужем и женой. В Кишлаке там другие обязанности, там печку истопить, дрова заготовить. А здесь что делать вот в городе? Что вы делаете, мужчины? Ничего. Поэтому пропылесосить и мусор выбросить, я думаю, это... А девочки современные требуют этого, они хотят. Мне кажется, вот в этом разница. И нетерпимыми стали девочки. Ну, сейчас я, конечно, в городе привыкла уже, я уже в район не хочу. И там было хорошо, и здесь. Там другая жизнь, здесь другая. Когда во время войны школы закрывались, и у нас там правили немножко маджахеды, так скажем, я все равно ходила в школу. Мне говорили, ты русская, не ходи. Я все равно ходила. Надевала платье с рукавами, и штанишки, и платок, и шла в школу. Потому что мне нужно было общение с детьми, и я знала, что я нужна. Ой, много оттуда тяжелых воспоминаний. Мой муж был милиционер, еще на доске почета висел, как лучший стрелок, поэтому его сразу стали разыскивать. Мне приходилось его и старшего сына прятать, когда вот маджахеды были. А когда пришли правительственные войска, они первый дом, в который они первые зашли, ко мне зашли. И стали со мной по-русски разговаривать и сказали, что мы вас не боимся, потому что вы никого прятать не будете. Ну, в смысле, плохих людей.
Бердянск – это плохо. Наша гражданская война столько людей погубила, столько жизней сломала. Возможно, если бы не война, мы бы так и жили бы там в районе. И по-другому бы жизнь сложилась. Ну вот после как-то войны пришлось переехать в город. Тяжеловато там было жить. Моих родных детей. Ну, дочка у меня педагог старшая. Она кандидат наук. В Национальном университете преподает. Младшая дочка в Славянском закончила магистратуру. Но она не работает по специальности, но детей воспитывает. Я думаю, что это тоже моя профессия помогла ей. Ну, а мальчики у меня рабочие профессии у них у сыновей. Воспитывают детей сейчас так, как мама учила. Я так думаю, помогло им всем. Уважение друг к другу. Любовь, терпение. Какие еще ценности у нас? Пожалуй, вот это. Радоваться надо жизни, каждому дню радоваться. Вот утром встали, ага, солнышко взошло, не взошло, уже утро. Надо радоваться. И благодарить Бога за то, что Он нам дал еще один день. Думаю, так. Как я их могу поддерживать? Только словом. Тех, кто стремится, помогаю, даю советы, куда поступать лучше, вот ребятам своим, что лучше выбрать, где учиться. Таким образом стараюсь помогать и стимулировать, какую специальность выбрать. Стараюсь давать советы. Настоящие друзья. Вот мы дружили с семьями, когда жили в Комсомол-Абаде. И мы до сих пор дружим, хотя живем все в разных местах. Кто-то уехал в Россию, кто-то уехал в Курган-Чабе. Мы вот живем в Душанбе. Мы встречаемся и общаемся до сих пор. Поэтому и всегда друг друга поддерживаем во всех. В горе и в радости. Вот это дружба, я так считаю. Ценю, что я, да, в друзьях. Поддержка, опора, друзья. На любом мероприятии поддерживают друзья. В горе поддерживают, в радости. На праздники, вот, свадьбы, похороны. Друзья нужны. Да, конечно, были такие коллеги, которые, к сожалению, уже уехали в Россию. Вот когда я приехала в город даже, переехала в гимназию, поступила работать, были учителя, которые мне помогли. Нина Яковлевна, Валентина Викторовна, она сейчас еще здесь, тоже многому меня научила. Поэтому, конечно, были, да. А в районе, когда я приехала в район, меня научил работать завуч. Я не помню, как его зовут, но запомнила на всю жизнь его фамилию, Мирзахамидов. 19-летняя девчонка, я вот пришла в класс. Страшно, еще язык не знаю хорошо. Он заходил ко мне на уроки, разбирал потом со мной урок. Говорю, вот тут ты молодец, а вот это надо так, а вот тут неправильно. И вот он меня научил работать. И с первого года ко мне на уроки водили учителей, открытые уроки организовывали. Ну, те учителя тоже давали советы, кто постарше. Поэтому научилась работать я там, в Кишлаке. Не в Кишлаке, в районе. Районная школа у нас была базовая. Сейчас немножко этот вопрос, конечно, трудно. Но я вот всегда говорю нашим ребятам, что мы должны благодарить в первую очередь нашего уважаемого президента Эмомали Рахмона. Мы с ним где-то примерно одного возраста, поэтому где-то, может быть, даже учились в одно и то же время. И я вот, когда война заканчивалась, и
столько много он сделал для нашей страны. Я поэтому всегда детям напоминаю, вы не забывайте, что заслуга нашего президента очень важна для того, что мы сейчас живем в таком прекрасном городе. Такие у нас школы прекрасные, у нас новая школа построена, институты, красота, зарплаты повышаются, пенсии повышаются. Все же хорошо. Самое главное, нет войны. Он прекратил войну. Дети, конечно, уже не помнят годы войны, они родились после, но родители их помнят, поэтому я всегда им напоминаю об этом, что очень важная роль в том, что у нас сейчас мир, это нашего уважаемого президента. И вот в последнее время город наш преобразился, это уже наш уважаемый мэр. И я вот ребятам всегда говорю, надо любить свою родину и не уезжать в ваши Америки и в другие. Учиться можно, а возвращаться надо на родину. Вот я думаю, это патриотизм, праздники наши национальные я очень люблю. Всегда стараюсь что-то провести с ребятами. Интересные какие-то мероприятия. Я думаю, вот это патриотизм. Любовь к родине в первую очередь, потом уже все остальное. Вот смотрите, для меня родина – это место, где я родилась. То есть это Россия. Я оттуда приехала сюда. Мне было 19 лет. Здесь я вышла замуж, родила своих детей, воспитала. Вот две родины у меня. Поэтому, например, детям своим я говорю, родину свою надо любить. Они так же, как и я, любят и Россию, и любят свою родину Таджикистан. Но все мои дети здесь. Они не уехали никуда. Наверное, это моя заслуга. Я так думаю. Я всегда старалась участвовать в различных мероприятиях, проводимых Россотрудничеством, например, Русским центром Национального университета. Выезжала несколько раз на курсы благодаря Россотрудничеству. Принимала участие в создании новых учебников. Я думаю, что я внесла какой-то вклад свой, потому что вот последний раз у нас мы сейчас делали целую линейку учебников по русскому языку с 1 по 11 класс. Я принимала участие в разработке учебника для 10-11 класса, учебника русского языка. Я думаю, что это моя заслуга. Ну и статьи иногда писала научные. Принимала участие в составлении программ. Я думаю, что я чего-то тут стоила. Знаете, я очень любила еще с тех годов, когда я училась в педагогическом училище, мы там изучали труды Сухомлинского, Амонашвили. В то время как раз они начинали развиваться. Это 70-е годы. Ушинского, Макаренко. Вот, наверное, самое большое влияние все-таки Сухомлинский на меня оказал. Я его до сих пор читаю. На педсовете выступаю и говорю, девочки, да любите вы своих детей, ну почитайте вы Сухомлинского. И вот не знаю, читают ли. Вот, пожалуй, эти педагоги, потому что они очень мудрые. И однажды к нам приехала американка, это, наверное, лет 10 назад было. И она собрала пожилых учителей, ну, я уж тоже тогда была, конечно, пожилая, и стала спрашивать нас про innovation, новые методы. И нам их рассказать. А мы ей сказали, да мы эти методы уже в 70-е годы знали и использовали. Это вот эти наши замечательные педагоги, которые нам их и показали. И мы их уже использовали тогда. Они наши методы взяли, советские, их немножко переработали, сделали как innovation, и теперь привозят нам. Ну, сейчас уже, наверное, нет, а вот лет 10 назад они приезжали и нам вот эти методы давали. Мы их знали уже давно, с 70-х годов. И в школе уже работали по ним. Вот эти групповые методы, например, какие там еще были, они нам предлагали. Метод беседы, метод дискуссии, это мы все использовали и тогда. Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Это отрывок из стихотворения Пушкина «Памятник». Я его тоже очень люблю. В 2005 году, давно уже, конечно, мы с учительницей из 20-й школы, Фучаджи была такая учительница, она уже ее нет давно, ну, пожилая она уже, и я уже в 2005-м все-таки пожилая. Мы поехали вот на этот конкурс. Из других республик приехали целые делегации, а мы вдвоем с ней представляли республику. Но мы с ней дали уроки, мастер-класс провели, и остались очень довольны. И вот мы получили эти сертификаты. Я горжусь этим немножко. Ну, во-первых, желаю мира, чтобы был мир на всей земле, везде, чтобы был мир. Всем благополучия. Надо быть терпимыми, любить друг друга, уважать друг друга. Больше улыбаться, больше позитива. Тогда все будет хорошо. Всем. И вам тоже.